Как восстановить запчасти для автомобиля Volvo? Этой теме посвящены разработке ленских рационализаторов. Их проекты стали призерами корпоративного осмотра конкурса в номинации «Вспомогательное производство». Сергей Евсюков встретился с авторами технических решений и узнал, какой эффект они привнесли производству. Эти молодые ребята не просто токари, они еще и рационализаторы. Сергей Шумнов – расточник. Его задача точно по центру вырезать отверстия на сложной детали. Сергей Ласкин – мастер токарно-винторезного станка. Его труд тоже на вес золота. Специализация разная, но объединила их одна идея – усовершенствование процесса обработки такой детали, как стабилизатор кабины автомобиля Volvo. Мы долгое время реставрировали, мучились, думали, как облегчить это все. И посовещались с Сергеем и пришли к такому вот решению. Решили стабилизатор вот этот мы разобрать по частям, снять такой отдельности кронштейна вот в этих местах. И все проще было наплавить и потом реставрировать после проточки по подшипнике в этих местах сделать. И отдельно уши делать на ЧПУ станке. Все гениальное просто, а вот экономический эффект от ноу-хау непростой, шестизначно рублевый. Мы получаем экономию более 750 тысяч по году. Цена одной детали 99 тысяч. В трудозатратах ленских арм это тоже порядка 20-25 тысяч. Аналогичные трудозатраты и на другую деталь процесс реставрации, который также стал номинантом недавнего конкурса рационализаторов. После наплавки и установки, то есть наплавка осуществляется тоже с использованием этой же планшайбы, мы зажимаем в центр для наплавки и наплавляем деталь. После этого устанавливаем здесь, и как видите, теперь нам позволено обрабатывать в токарном станке. Идея автора проекта Артура Евстафьева принесла экономический эффект в более чем 1,5 миллиона рублей. За свои воплощенные идеи рационализаторы удостоены денежных премий. Проект реставрации стабилизатора кабины оценен в 30 тысяч рублей, кронштейн – 15 тысяч. Пока, признаются авторы, они денег не получили, но куда потратить уже знают. Так что заработанные головой капиталы – неплохая прибавка к зарплате. И сотрудники надеются, что и в будущем они предложат еще не одну хорошую идею, которая принесет пользу всему производству.